Начало 2019 года. На этих кадрах Светлана Хайло на личном приеме у заместителя полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурата Зязикова. Сирота из Брянского района искала поддержки в получении жилья. Заместитель полпреда взял вопрос на контроль и пообещал Светлане, что лично придет посмотреть на ее квартиру. Новоселья долго ждать не пришлось. Это твой возлюбленный, да? Да. В форме? Да. Ну, Шарёв. А сам откуда он? С Нетинки. С Нетинки? То есть местный, да? Да. А ты? Я тоже оттуда живу. Тоже с Нетинки? Да. Поэтому, да, какая-то судьба свела. За чашкой чая Светлана делится впечатлениями. Уже через неделю после того приема девушки позвонили и сказали приходить смотреть жилье. Вот у тебя есть уголок, и ты уже можешь продолжать развиваться дальше. То есть можно уже устроиться на работу и в дальнейшем выйти замуж. Мурат Зязиков отметил, квартира уютная в новом доме и с ремонтом. И Светлана сейчас, и остальные, они говорят, что как-то привычно, когда говорят, приедем, не приезжают, но у нас так не бывает. Мы приехали, у нас и до этого мы с Александром Васильевичем ездили и к другим детям, которые получили жилье, с подарками, с поздравлениями. Вот поэтому мы сегодня здесь и хотим, чтобы этот дом он был счастливый. Проблема, доставшаяся в наследство. Должное внимание детям, которые по разным причинам оказались без родителей. В Брянской области стали уделять лишь последние 5 лет. Цифры, которые говорят сами за себя. В 2011 году сиротам выделили всего 28 квартир. В 2018 в 15 раз больше. Не меньшее финансирование запланировано и на этот год. У нас есть федеральные деньги, которые уделяются в Брянской области. По этому году это порядка 77 миллионов рублей. Вот, если взять наше финансирование, то оно должно быть в пределах 5%, это где-то 4 миллиона. А мы с областного бюджета выделяем более 330 миллионов рублей. Вот это те меры поддержки, которые сегодня направлены на обеспечение детей жильем. Я считаю, это правильно, потому что дети, которые остались без родителей, они лишились самого дорогого, что есть каждого из нас, а это наши родители, особенно в детском возрасте. И у них сегодня главный родитель – это наше государство. Но, конечно, у нас есть те проблемы, которые достались нам в наследство. Потому что если бы область ежегодно выделяла эти 300 квартир, у нас бы не было с них очереди. Но эта очередь, почему она существует? Потому что это те проблемы, которые были системные, которые годами не выделялось жилье, а только на федеральные деньги, и плюс, как я сказал, там софинансирование своих не выделяли, и поэтому мы получили сегодня то, что мы имеем. Это очередь среди наших детей-сирот на получение жилья. Но с каждым годом у нас становится все меньше и меньше. В Брянской области за последние 5 лет заветные ключи от квартир получили более 1500 сирот. А начиная с этого года жилье этой категории граждан закупается исключительно на первичном рынке недвижимости. Екатерина Карманова, Игорь Винничук. События. Брянский район.